утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутия» на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. Вместе с вами 22 апреля день начинаем мы, Степан Федоренко и Полина Долинская. Сегодня утром мы познакомим вас с представителем такой интересной профессии, как грумер. Узнаем примеры, каких фильмов нас ждут в кинотеатрах, расскажем об одном из детских садов Якутска, где с малых лет приучают детей к финансовой грамотности. Ну а также нас ждут свежие новости, интересные истории нашей Якутии, гости студии. Ну а для начала мы расскажем о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах была зафиксирована на отметке от 16 до 20 градусов мороза. В Заречной группе теплее всего в Усть-Мае. Здесь сегодня минус 8, холоднее в Итакиоле минус 23 градуса. В Южных продолжается потепление. Минус 4, минус 5 градусов. В Вилюйской группе от 14 до 24 градусов со знаком минус. В Нижнеленских минус 16, минус 17. В Западных 6-10. Ниже 0. Весна пришла в Колымо-Индигирскую группу Улуса. В Среднеколымске сегодня зафиксировано плюс 4 градуса. Но в Чукурдахе продолжается устойчивая температура минус 12. Средняя температура воздуха в Янских районах от 13 до 24 градусов. На северо-западе пока сохраняются заморозки от 13 до 27 градусов мороза. Температура воздуха в городе Якутске на 6 часов утра составила 14 градусов ниже 0, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Штиль. В течение дня синоптики обещают нам преимущественно без осадков. Ветер западный подует со скоростью от 2 до 7 метров в секунду. Днем от 0 до минус 2 градусов. Хоть и говорится, что от 0 до минус 2, но как-то я вот сегодня с утра шел на работу, в 6 утра как-то солнышко светило, и, не знаю, на душе уже весна. Когда солнышко светит в окнах, то уже как-то кажется, что и зиму мы пережили, и не так уж все и плохо. Друзья, о том, как у вас проходит ваше утро, делитесь с нами с помощью наших средств связи, именно через WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Также напоминаем страничку в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте анонсы нашей программы. А вот в Министерстве просвещения России планируют провести школьные выпускные в традиционном формате. В студии наш новостной обозреватель Василий Радченко. Василий, доброе утро. Какие доброе утро, коллеги. Перспективы у выпускников? Перспективы пока туманные. Сергей Кравцов, это глава Минпросвещения, сказал, что они надеются на очное обучение, а также на проведение традиционных выпускных. Правда, как всегда, с соблюдением санитарных норм Роспотребнадзора. Однако коронавирус уже не раз преподносил сюрпризы, поэтому остается последовать примеру Кравцова и надеяться на это. Ну а теперь к главным событиям. Президент России Владимир Путин озвучил ежегодное послание Федеральному собранию. Мероприятие прошло в Центральном выставочном зале «Манеж». Глава государства затронул темы пандемии и здравоохранения, демографии и поддержки семей с детьми. По словам Путина, российские ученые совершили прорыв, а разработанные ими 3 вакцины стали прямым воплощением растущего научного и технологического потенциала страны. Пока коронавирус не побежден окончательно и остается прямой угрозой, необходимо максимально ответственно соблюдать рекомендации врачей. Вакцинация сейчас имеет центральное значение, сказал президент. С 1 июля будет запущена программа диспансеризации и профосмотров для россиян всех возрастов. В период пиковых нагрузок больницы, поликлиники вынуждены были сократить или даже приостановить плановый прием пациентов. А это означает риск обострения хронических заболеваний или опасность пропустить, вовремя не заметить, не распознать болезнь. Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами Федерации с учетом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров. Запустить их в полном объеме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. И здесь важен максимальный охват.
Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов. Одна из мишеней, по которой прицельно бьет коронавирус, это сосуды и сердце. А это и так одна из первых причин смертности. Поэтому особое внимание в ходе профилактических осмотров нужно уделить гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поручаю правительству реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности. Также Путин заявил, что государство должно выстроить целостную систему поддержки семей с детьми. Выплаты будут распространены на беременных женщин в трудном материальном положении. Размер помощи в среднем составит 6350 рублей в месяц после 6-й недели беременности. Также семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники, в этом году выплатят по 10 тысяч рублей единовременно. Такую меру для первоклассников распространят и на следующие годы. Также Владимир Путин сообщил, что с 1 июля вводится выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях. Ее сумма в среднем составит 5650 рублей в месяц. Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача – свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. Но ряд новых решений необходимо принять незамедлительно, уже сейчас, сегодня. Всегда трудно воспитывать ребенка в неполной семье. Причин здесь может быть огромное количество. Дело не в причинах. Дело в том, чтобы детей поддержать. Особенно трудно, когда такая семья находится в непростой материальной ситуации. Тем более, когда дети идут в школу, и расходы семейного бюджета объективно становятся больше. Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. И в свидетельстве о рождении, извините, что говорю о таких вот как бы бытовых вещах, но это вот то, чем люди живут. И в свидетельстве о рождении не указан один из родителей. Либо родители разведены, и один из них имеет право на алименты. Поэтому с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей. Решение президента о выделении регионам России инфраструктурных кредитов под 3% годовых улучшит финансовую составляющую проекта строительства Ленского моста. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Якутии Айсан Николаев. Напомним, Владимир Путин сказал о предоставлении таких займов на 15 лет в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Якутия одной из первых подаст заявку на получение бюджетных и инфраструктурных кредитов для решения своей части финансирования Ленского моста. Сегодня уже принято решение о финансировании, исходя из подходов 50% из федерального бюджета, 50% из бюджета республики, а также средства партнеров, сказал Николаев. Мы готовы к реализации этого проекта. Мы с Марат Шахерзяновичем встречались уже неоднократно. Буквально последний раз вчера проведена правительственная комиссия. Проект принципиально поддержан. Ну и сейчас уже осталось дело за решением уже руководства. Уверен, что этот проект, который поддерживает и президент нашей страны, будет реализован в ближайшие годы. И к концу 2024 года мост через Лену, вековая мечта якутян, будет построен. Также Айсан Николаев, когда давал интервью телеканалу «Россия-24», рассказал о работе программы переселения в Якутии. По его словам, она действует не только в столице, но и на всей территории республики, на которую приходится 16% аварийного фонда всей России. И благодаря решению президента свыше 1 миллиона квадратных метров будет переселено благодаря этой программе. Работы идут строго по графику. Также Айсан Николаев выразил уверенность, что расширение программы льготного ипотечного кредитования на малые города и сельские населенные пункты позволит увеличить строительство жилья в ближайшие годы и выйти на объемы с расчетом 1 квадратный метр на человека. Благодаря решению нашего президента Владимира Владимировича Путина сегодня в Якутии 16% всего аварийного жилого фонда России расселяется. Вот благодаря этой программе свыше 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья будет переселено благодаря этой программе. Мы
строго идем в графике, огромные объемы. И самое главное, если раньше программа по переселению работала только по крупным нашим городам, в первую очередь по Якутску, другим крупным населенным пунктам, то сегодня она затрагивает всю территорию нашей Якутии. К этой минуте у меня все. Передаю слово коллегам. Василий, спасибо. Согласись, некоторые новости прям очень так хорошо бодрятся, особенно с Оптимистичны. утра. Да, ждем мост. Ждем мост обязательно, друзья. А для того, чтобы сделать те самые первые шаги по тому мосту, нам нужно все-таки физическую активность и выносливость свою развивать. Мост так что, длинный планируется, да? скорее всего, да. Так что предлагаю вам присоединиться к нам и сделать нашу зарядку. Всем привет! Меня зовут Мария, и я фитнес-тренер. Сегодня мы с вами проведем утреннюю зарядку на все тело. Итак, начнем. Первое упражнение у нас с вами конькобежец. Стопы ставим шире плеч и передвигаемся влево, вправо. На вдохе подъем делаем, на выдохе опускание. Отлично. Переходим ко второму упражнению. Второе упражнение у нас с вами будет. Следующее упражнение – подтягивание коленей в упоре. Встаньте в упор и на выдох подтяните колено к корпусу. На вдох вернитесь в исходное положение. Это упражнение выполняем 45 секунд. Переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение – выпрямление ноги и руки в упоре. Встаем в упор. И одновременно поднимаем правую ручку и противоположную ножку. На выдохе. Делаем медленно. Выполняем 45 секунд. Закончили. Переходим к следующему упражнению. Называется Jumping Jack. Мы должны в прыжке поставить стопы шире плеч и сделать хлопок руками над головой. Поехали. Также выполняем 35 секунд. Упражнение довольно энергозатратное. Не торопимся, делаем в своем темпе. Закончили. Фух. Следующее упражнение у нас с вами выпады с подъемом бедра вверх. Мы с вами встаем ровненько, пресс напряжен. И назад отшагиваем ножку. Возвращаемся и поднимаем бедро вверх. Выполняем каждой ногой по 35 секунд также. Вверх. Делаем в своем темпе, не торопимся. Кстати, девочки, выпады – это то самое упражнение, которое очень хорошо прорабатывает нашу ягодичную мышцу и заднюю поверхность бедра. Закончили. Переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение называется подвижная планка. Мы с вами встаем в планку. И наша задача встать и выпрямить ручки на выдохе. На вдохе возвращаемся в исходное положение. И повторяем. И таких у нас 45 секунд. Фух. На этом наша с вами утренняя тренировка закончена. Всем желаю хорошего дня и настроения. Всем пока! Якутск назван одним из самобытных городов России. Кроме нашей столицы, в топ-5 городов по версии китайской газеты Global Times вошли Кызыл, Дербент, Грозный и Элиста. Издание отметило, что также стремление якутян сохранить уникальность и приумножить красоту родного края. По оценке Global Times, молодые урбанисты активно трудятся над строительством новых парков и мест отдыха. О том, как сохранить уникальность и неповторимый облик городов и сел Якутии и при этом внести в них современное видение архитекторов, мы поговорим с гостем студии. В нашей студии Нюргуном Антоновым, специалистом управления архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха-Якутия. Нюргун, доброе утро. Здравствуйте. Еще одна хорошая новость. Якутия вошла в топ-5 субъектов страны, где реализовано наибольшее количество общественных пространств, включенных в Федеральный реестр лучших практик.
В 2020 году было реализовано таких 7 проектов. Это как бы достижение, о чем свидетельствует еще больше об активности граждан, желающих преобразить свой населенный пункт. Да, вы правы. Во многом это благодаря нашим гражданам, ну и вообще системе работы. То есть последние года мы как больше начали работать. Мы активно работаем с населением, непосредственно, которое живет на тех территориях, которые мы собираемся благоустраивать, например. То есть мы проводим воркшопы, мастер-классы, общественное обсуждение, самое главное. Вот. И благодаря вот этому симбиозу, профессионализму, например, архитекторов и общественным обсуждениям, активному участию граждан, мы как результат получаем вот такой вот как топ-5 субъектов Российской Федерации. То есть вы все равно стараетесь именно жителей, горожан Да, конечно. привлечь именно активно? Потому что именно жители будут пользоваться этими общественными территориями, именно они будут проводить свое время там. Поэтому общественное обсуждение – это как самый, наверное, необходимый инструмент кампании. Ну вот с 26 апреля по 30 мая пройдет рейтинговое голосование по выбору проектов общественных пространств, которые будут благоустроены в этом году. Кто и как может принять в этом участие? Какие объекты вошли в этот рейтинг? Ну, все довольно просто. Участие принимает каждый житель Якутии, начиная от 14 лет. Это делается на портале 14.городсреда.ру. С 26-го начиная вы можете зайти на этот портал, зарегистрироваться, или же через портал госуслуги, или же на самом сайте, выбрать муниципальное образование, в котором вы проживаете, и кликнуть на тот проект, дизайн-проект, который вам больше всего понравился, и отдать свой голос. Максимальное количество голосов, которое нужно набрать для одного из проектов, для его реализации? В общем, я скажу в общем, по республике у нас 80 тысяч голосов в целом по субъекту мы должны набрать, а по городу Якутску 50 тысяч голосов мы должны в общем набрать. То есть 50 тысяч голосов жители должны вовлечь в это. Ну, я думаю, в течение месяца голосования это вполне реальная вещь. Да, реально. Ну, такое голосование проводится не в первый раз. Расскажите еще раз, как проходит это голосование. Всегда ли мнения совпадают? На случай, ну вообще да, совпадает, но на случай, если же нет, то у нас есть еще один этап, это экспертная комиссия, состоящая из профессионального сообщества, и уже на экспертной комиссии мы решаем, какому, наверное, дизайн-проекту больше отдать предпочтение по разным характеристикам, по исполнению, по той же идентичности, самобытности и так далее. А вот такой вопрос. Если, допустим, есть дополнительная экспертная комиссия, как тогда вот эти проекты, если они еще нуждаются в доработке какой-то и дополнительном согласовании, они проходят вот этот тот самый кастинг и выставляются для голосования, для выбора горожан? Это уже решает сами муниципальные образования. То есть какой они считают наиболее приоритетным для них в данный момент к реализации благоустройства общественной территории, тот и они и выставляют. Вам, как горожанину, какой проект нравится, симпатичный, за что бы вы проголосовали? Я уже решил, что я отдам свой голос за благоустройство озера Сайсары. Вот, и очень надеюсь, что этот проект победит и реализуется в ближайшее время. Почему? Вообще, я сам, как житель города, люблю там проводить много времени. Там у нас есть тренажерная зона. Я так часто там бегаю в летнее время, часто там тренируюсь и провожу время со своими друзьями. Я очень радуюсь за то, чтобы там все реализовалось. Как, на ваш взгляд, нужно сохранять уникальный самобытный облик именно городов и сел Якутии и при этом делать их современными и комфортными? На это я отвечу так. Наверное, просто как раз, как мы вначале сказали, на этапе уже разработки дизайнов мы должны вовлекать и разговаривать с жителями, то есть общаться с населением. Именно так мы находим ту самую идентичность, ту самую особенность на территории, которую надо выделить. И благодаря этому мы можем не то чтобы сохранить, а уже дальше продвигать и развивать эту самобытность. Большое спасибо за такую Спасибо, очень Нургуль. интересную
беседу. А я напоминаю всем жителям нашей республики, с 26 апреля стартует голосование по объектам нашей республики. По 30 мая. По оно будет 30 проходить. мая. Так что, друзья, рейтинговое голосование по выбору проектов общественных пространств. Обязательно принимайте Да, активное будьте участие. активны. В переходе на чистую энергетику Россия в этот год заняла всего лишь 73-е место из 115 стран. По каким критериям эксперты оценивают страны в этом рейтинге, а также о других новостях экономики, мы узнаем у нашего экономического обозревателя Нургуяны Ивановой. Россия в этом году заняла 73-е место из 115 в ежегодном рейтинге Всемирного экономического форума, который измеряет прогресс стран в транзите к чистой энергетике. Эксперты оценивают 115 стран по 3 ключевым направлениям – темпам экономического развития, экологической стабильности и энергобезопасности. В течение 10 лет Россия в целом оставалась стабильной в своей энергополитике, в то же время она добилась определенного успеха в своей готовности к энергопереходу. Значительный процесс достигнут в таких областях, как институты и управление, инвестиции. При этом проблемы с экономическим ростом и развитием сохраняются. Усилить позиции в рейтинге Россия может за счет мер по улучшению качества воздуха и снижению доли углерода в энергобалансе за счет расширения мощностей возобновляемых источников энергии и технологий по улавливанию углерода. Пандемия коронавируса стимулировала применение технологий искусственного интеллекта и дополненной реальности в энергетике во всех регионах мира. Так, в Массачусетском технологическом институте в настоящее время исследователи совместно с испанской компанией Iberdrola Scottish Power Renewables работают над проектом машинного обучения для ветряных электростанций. Этот проект предназначен для прогнозирования отказов турбин ветроустановок. С наибольшими темпами, по мнению экспертов, цифровые решения в энергетике будут внедряться в странах с растущей экономикой. По мнению генерального директора и специального представителя генерального секретаря ООН по устойчивой энергетике Дамиолы Агунбии, особенно важна цифровизация энергетики для стран Африки, где без доступа к электричеству остаются 565 миллионов человек. Китайская экономика испытывает большую потребность в увеличении поставок природного газа из России. Ведущая российская энергетическая корпорация «Газпром» готова удовлетворить такой постоянно растущий спрос. Об этом сообщил председатель Совета директоров компании Виктор Зубков. Он подчеркнул, что Китай уже стал крупнейшим импортером природного газа и третьим ведущим потребителем этого энергоносителя в мире после США и России. В 2020 году, несмотря на пандемию, потребление газа в Китае продолжало расти, увеличившись более чем на 20 миллиардов кубических метров. Отмечается, что сотрудничество «Газпрома» с Китаем не ограничивается силой Сибири, даже несмотря на то, что это один из самых крупных проектов двух стран в сфере энергетики. На повестке находятся также новые проекты. Хочу напомнить еще раз номер нашего WhatsApp 914-273-44-88. Присылайте на него свои поздравления. Вот как раз парочку таких поздравлений разрешите зачитать. Одно пришло вчера, но так как желают финансового благополучия, его нужно зачитать. Это актуально это ежедневно. Хорошее. Поздравляю родную сестру Корякину Марину Васильевну с профессиональным праздником, с Днем бухгалтера. Всем нам финансового роста. Также еще одно сообщение. Поздравляю Соломову Капитолину из Белой горы с 50-летним юбилеем. Желаю крепкого здоровья и всего самого-самого хорошего. Вчера ей хороший подарок преподнесла дочь Маша. Родила внучку. Друг семьи Вениамин. Ну, мы поздравляем, просто присоединяемся ко всем этим поздравлениям, особенно к нашей юбилярше, которая стала еще и молодой бабушкой. В общем, друзья, также делитесь своими прекрасными новостями и хорошими событиями, а также поздравляйте своих родных и близких. Да, ну и еще одна такая красивая большая дата. Все, кто был октябренком, пионером, ты, наверное, Полина, еще не застала это время. Знаешь, что 22 апреля день рождения Владимира Ильича Ленина. Ну и о том, какие еще события отмечаются и празднуются в этот день, мы узнаем из нашей следующей рубрики.
22 апреля – Международный день Матери Земли, один из праздников ООН. Сегодня стартует Московский международный кинофестиваль 2021. Он проходит в столице ежегодно и продолжается более недели. 22 апреля – Марш парков. Официальное название этого международного праздника – Дни заповедников и национальных парков. Ежегодно в нем принимают участие сотни тысяч людей из более чем 200 стран, в том числе из России. По народному календарю ветер, дождь, иней или туман в этот день к урожайному лету. Если до сегодняшнего момента погода не установилась, то лето будет засушливым. 22 апреля 1370 года началось строительство крепости Бастилия, которая должна была защищать Париж от атак англичан. 22 апреля 1529 года подписан договор между Испанией и Португалией о разделе сфер влияния в восточном полушарии. Испания получила 45% территории полушария, а Португалия – 55%. Документ признали утратившим силу лишь в XVIII веке. 22 апреля 1838 года «Сириус», первый пароход, пересекший Атлантический океан без остановки, бросил якорь в бухте американского штата Нью-Джерси. Плавание заняло 18 суток и 10 часов. 22 апреля 1724 года родился Иммануил Кант, немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии. В 1870 году в этот день появился на свет Владимир Ленин, советский политик и революционер, основатель большевистской партии и СССР. 22 апреля 1899 года родился Владимир Набоков, русский и американский писатель, переводчик, литературовед. 22 апреля 1904 года родился Роберт Оппенгеймер, американский физик, создатель американской атомной бомбы. Именины в этот день празднуют Вадим, Гавриил и Марфа. Поля тюльпанов, нарциссов и других цветов распустились в парке Кёхенхоф, также известном как Сад Европы. На кадрах, снятых в Лисе, видно, как огромные ряды с высаженными цветами простираются на несколько километров, превращая поля в огромное разноцветное море. Обычно лучшее время для посещения сада с середины апреля до начала мая. Кёхенхоф – крупнейший в мире парк цветов площадью 32 гектара. Ежегодно в садах высаживается около 7 миллионов цветочных луковиц. Красота. Я думаю, для нашей республики стоит именно такую идею перехватить и что-то подобное попробовать, потому что у нас единственное цветочное поле – это те самые подсолнухи в Лангаласском улусе, где все мы любим по лету фотографироваться. Сейчас мы прервемся на некоторое время, но вы оставайтесь с нами на телеканалах Якутия-24 и НВК «Саха». Еще раз всем доброе утро. Напоминаем еще раз, что сегодня 22 апреля, четверг. Также напомним наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Присылайте на него свои приветы, поздравления для своих родных и близких. Делитесь с нами своими новостями и событиями. А вот прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель Василий Радченко. В пригородах Якутска завершились работы по берегоукреплению от паводковых вод. С итогами проделанной работы ознакомился председатель правительства региона Андрей Тарасенко. МКУ «Главстрой» провел работы в селах Старая Табага, Хатасы, Пригородная. Ежегодно на территории столицы из-за прохождения паводковых вод по протоке реки Лены вдоль этих населенных пунктов страдают земельные участки. Берегоукрепительные работы начались еще с прошлого года. Так, по словам руководителя МКУ «Главстроя», на их проведение было выделено порядка 25 миллионов рублей из регионального бюджета с софинансированием части средств из муниципальных образований. В целом, во всех 3 населенных пунктах укрепили 1,5 километра берега. Андрей Тарасенко сказал, что укрепление нужно продолжить, и уже на следующей неделе будет проведена отдельная встреча с руководством города.
решением КЧС республиканского 25 марта было принято решение, что необходимо провести превентивные работы по берегоукреплению для прохождения весеннего паводка. Работы были выполнены. Сегодня мы посмотрели, ход исполнения работ заканчивается на Старой Табаге. Общая протяженность проделанных работ порядка 1,3 метров. И около 15 тысяч кубических метров скального грунта завезено и проведены работы по берегоукреплению. Вот здесь вот мы стоим сейчас в Хатасах, где можно видеть итоги работы, проведенной в 2019 году. Ну, это помогает удержать линию берега, что позволяет людям сохранить свое имущество, дома, земельные участки. Автозимники по дороге УМНАС закрыли в Ленском районе. Так, для обеспечения безопасности запрещено движение на участках Ленск-Пеледуй и Ленск-Алекменск. Коснется это и других переправ. В настоящий момент подготовлено распоряжение за подписью главы Ленского района о закрытии льдовой переправы Нюи на Тора и автозимника талоны Няла. Собирательный образ малочисленных народов Севера презентовали в Якутске. За его основу взяли маленькую девочку Кынденкан с интересной историей. Более 200 лет назад якутские охотники обнаружили ее в стаде вблизи Верхояне, все жители которого умерли от оспы. К разработке сюжета и образа привлекли общественность. Через девочку они хотят рассказать миру о проблеме северных народов, а также рассказать о культуре и языке. Реальная история Кынденкан очень интересная, она трогательная, она, мне кажется, дотронется до сердца каждого. И мы хотим сделать эту историю более доступной, чтобы ее можно было прочитать в виде сказки, чтобы можно было увидеть в виде мультика. И основная история – это история того, как маленькая девочка и затем взрослая женщина возвращается к своим корням. На этом пока все. Хорошего вам дня. Большое спасибо, Василий, за такой интересный обзор новостей. Да, и у нас поздравление очередное в нашем Телезрители эфире. с нами тоже делятся своими новостями. Здравствуйте, всем доброе утро. Наша дочь, сестренка, тетя Титова Нина Иннокентьевна празднует 30-летие. С днем рождения! Желаем всего хорошего, доброго настроения, удачи во всем, отличного здоровья. Мать Галина Петровна, отец Иннокентий Егорыч, Анна Александровна, племянница Даяна, старший брат Егор Иннокентьевич, родные Ефимовы, Назаровы, Бугаевы, Гаврилиевы, Титовы из Покровска, Махсоголоха и города Якутска. Во-первых, прекрасный возраст, 30 лет, и еще такая большая, дружная и, не сомневаюсь, любящая семья поздравляет своего дорогого человека. Ну, а утренний эфир продолжает рубрика «Якутия. 20 лет в 21 веке». В ней мы вспоминаем, какой путь прошла Якутия за 20 лет нового тысячелетия. Каких успехов удалось добиться за это время, какой была жизнь до и какой она стала после. Каждый день мы делимся с вами одним из каких-нибудь интересных фактов о Якутии в 21 веке. И на этой неделе наша тема – спортивные события нашей республики. Сегодня предлагаю узнать факты о национальных видах спорта. Борьба хапсагай и масс-рестлинг, якутские прыжки и северное многоборье, национальная стрельба из лука и якутская вертушка, хабылык и хамыска. Традиционные виды спорта сохраняют актуальность и активно развиваются. Каждый год в Якутии проходит более 100 соревнований по национальным видам спорта. В состязаниях участвуют тысячи спортсменов. Главный праздник национального спорта – игры «Манчары». В этом году пройдет в селе Бердигистях, в новом спортивном комплексе. Его строят специально к якутской спартакиаде. Спортивные состязания – важнейший элемент празднования СЭХ. Масс-рестлинг завоевывает популярность во всем мире. Федерации традиционного состязания якутских ботуров есть уже в 52 странах. Следующий шаг – продвижение масс-рестлинга как олимпийского вида спорта. В Якутии секции масс-рестлинга работают в каждом улусе. Борьбу хапсагай и национальные якутские прыжки начали изучать в школах на уроках физкультуры. В
Добавим, что сейчас только по борьбе Хапсагай проводится около 20 соревнований в год. А в соревнованиях по играм Хабалык и Хамыска могут участвовать все желающие от мала до велика. Да, мы желаем всем любителям национальных видов спорта успехов, побед. Надеемся, что традиционные состязания будут и дальше развиваться. Переходим к следующей теме. Моя профессия. Быть красивыми и ухоженными хотят не только люди, но и братья наши меньшие, наши животные. Сегодня мы хотели бы вам рассказать о такой профессии, как грумер. Об этой интересной профессии смотрите наш следующий сюжет. Эта профессия появилась недавно, можно сказать. Ну, у нас, по крайней мере, у нас в республике. И в Нюрбе это я первый грумер. Грумер – это как бы парикмахер для животных. Но в отличие от парикмахера делаем гигиенический уход всего. Ушки чистим, когти стережем, пилим, параанальные железы чистим. С кошками надо понежнее, поласковее. Если она разрешит стричь, можно стричь. А если она не согласна, агрессивная, то уже невозможно. А с собаками иначе. Они, вот с кошками, например, стараюсь с хозяевами вместе работать. Тогда кошка спокойнее себя чувствует. То есть кошки более такие прихотливые, да, скажем? Да, с кошками работать мне трудно, конечно, но справляюсь. Вообще, как надо ухаживать за своими домашними животными, следить за их шерстью, чтобы у них была хорошая такая шерсть? Ежедневно в поделении, ну, хотя бы в неделю один раз чесать надо. И в месяц один раз обязательно на стрижку, гигиенический уход обязательно нужен. Ушки надо чистить, тут у них шерсть растет. Ну, как бы свойство волос, как у человека, растет. И вся обрастает шерстью. И даже вот внутри ушек тоже. Поэтому у пуделей всегда вот чистим уши, выщипываем с прохода, чтобы там заразы не было. Перед обслуживанием сначала расчесываю до единого, чтобы без колтунов, без ничего не было. Потом у пуделей, например, брею мордочку, выбиваю лапки, подушечки лап, каждый палец. Для чего это делается? Для того, чтобы там у них шерсть растет и внутри скапливается, и неудобно ходить, мешает. И могут даже повлиять на походку вообще, и на осанку. Грумером ходят только вот породистые, да, собаки, или обычные собаки тоже ходят? Нет, обычные собаки тоже. У каждой собаке нужен уход, я так думаю, потому что они вместе с нами живут, вместе с нашими детьми играют. Поэтому, я думаю, всем собакам нужен уход. Не только вот таким вот породистым пуделям или этим шпицам, йоркам. Можно сказать, чтобы лучше довериться профессионалам, да, своих питомцев, чтобы они его обслужили, обстригли, подрезали. Вот. Да, я думаю так, потому что переходит очень много собак с самостригом. Это уже сложная работа, очень запущенные собаки приходят, короче, невозможно это расчесывать, невозможно. Они даже не стоят смирно, очень агрессивные бывают. И даже хозяева вообще не дают собаки. Ежегодно в Якутске проходит фестиваль детской мультипликации «Чудеса кино». В нем принимают участие анимационные студии, дошкольные и школьные заведения со всей республики, от мала до велика. Да, и сегодня у нас в гостях Петр Николаев, координатор фестиваля «Чудеса кино». Петр Петрович, доброе утро. Здравствуйте. Как стать участником фестиваля? Нет, для начала расскажите нам подробнее об этом фестивале. Кто может принимать участие и как заявку на участие подать? Ну, наш фестиваль уже в этом году проходит 8-й раз. И в этом году отличие от прошлых годов в том, что мы не стали ограничиваться республикой, а расширяемся. И это связано с тем, что фестиваль подают заявки с регионов Российской Федерации.
Поэтому мы решили, почему бы нет. Ну да. Да, и в этом году он уже звучит по-другому. Называется «Открытый фестиваль детской мультипликации «Чудеса кино». Вот, как я сказал, уже 8-й раз. Вот, и он проходит в рамках десятилетия благотворительного фонда «Харасхал». Поэтому вот так. А есть уже заявленные участники именно за пределами нашей республики? Участники, как правило, у нас задерживаются. Самый последний день отправляют заявки. Это, по предыдущим фестивалям это как закономерность. А чаще всего кто у нас участвует? Дальний Восток, либо, может, наоборот, Камчатка или Центральная Нет, как ни Россия? странно, Запад Запад. более активный. Да. Вот в прошлом году, допустим, у нас отправили из Санкт-Петербурга, с города Отрадное Ленинградской области, Новосибирск и Санкт-Петербурга, Новосибирск. Как стать участником фестиваля? Участники фестиваля могут быть как студии отдельные, да? Школы, детские сады, как вы уже сказали, и также могут семейные студии, такие, кстати, тоже есть, оказывается. То есть домашнее какое-то производство, домашнее видео, да, мультик вот именно. Папа режиссер, ребенок-постановщик. Вот да? именно, да, поэтому это сплачивает семейную такую... Главное не разругаться в процессе. Да, команду. И поэтому, чтобы стать участником, нужно просто зайти на сайт благотворительного фонда «Харасхал», Нет, вру. Добросаха.ру, да. Вот. И там скачать положение фестиваля, и есть там заявка, в которую нужно просто вписать свои данные об участии, выбрать в той номинации, в которой они хотят участвовать. Ну и, как говорится... Прошлый год был юбилейным, именно связанный с победой в Великой Отечественной войне. Фестиваль был посвящен, да? И фестиваль был посвящен этой теме. В этом году есть ли уже конкретная тема, которую вы выбрали? Да, в этом году в Российской Федерации ознаменовано 60-летием освоения космоса. Ну и там есть такая номинация «Космос», в которой дети могут именно обозначить вот это вот. Но при этом космос – это не основная тема, то есть это можно не основная подать тема, заявку, да. Она с как бы любым присутствует, да, фильмом. но основная тема это вот как лейтмотив фестиваля, это к десятилетию Харасхала посвященный. Потому что именно благотворительный фонд «Харасхал» – это вот основатель этого фестиваля. Участники разной возрастной категории, то есть от детсадовских до семей. По каким категориям распределяются именно победители? По возрастным категориям? По возрастным, да. У нас около 5 или 6 категорий. Это, как вы заметили, с 0 до 18 лет. Потому что первые, когда мы делали фестивали, мы об этом не задумывались. Просто дети и дети. А потом, когда уже начала работать жюрийная комиссия, они уже заметили, и дали нам как бы совет, чтобы в следующие года возрастные категории, конечно, учитывать. Расскажите немножко про жюри, про комиссию. Да, Кто жюри входит туда? Жюри у нас каждый год меняется, в принципе, но в этом году, так как мы сделали его открытым, сейчас идут переговоры с российскими мультипликаторами, чтобы они на дистанционном участвовали тоже в выборах наших мультфильмов. И я думаю, что это даст новый такой стимул для наших детей, которые участвуют в фестивале. Потому что быть выбранным победителем в какой-то номинации, настоящего профессиональных мультипликаторов, которые делают мультфильмы для детей, это, конечно, дорого стоит. Да. В течение 8 лет, как проходит фестиваль, меняется ли именно качество предоставляемых материалов конкурсных? Потому что технологии не стоят на месте. Техника не стоит на месте, за 8 лет прям рывки. Да, я заметил, что на первом фестивале, когда мы начали это проводить, было всего лишь 40 заявок. И нам казалось, что это много.
Вот. А на данный момент каждый год увеличивается количество самих участников, да, уже более 160, да, это у нас рекорд заявок именно мультфильмов. Не участников, потому что в одной заявке может быть целый класс задействован, да, а именно я считаю по мультфильмам, которые участвовали в фестивалях. Вот. И, конечно же, как вы резонно заметили, что качество мультфильмов растет ежегодно. Допустим, в первые года у нас не было вообще цифровых технологий таких, которые могли бы участвовать, да. И номинация была, там называется она «Матрица», в которой могут дети участвовать с работами именно в 3D-анимации, в какой-то графическом этих техниках. А в основном была пластилиновая и перекладная анимация. Поэтому, конечно, качество и технологии уже влияют на сам качество предоставляемых материалов, да? Да. А какая дальнейшая судьба у этих мультфильмов? Их где-то транслируют, либо, может быть, они выходят какими-то ограниченными выпусками? Может, какие-то сборники создаются? Ну вот с этим у нас пока проблема в том плане, что у нас, так как участвуют дети с инвалидностью, да, не все родители понимают, что могут предоставить это во всеувидение, во всеуслышание. Есть такой комплекс. Поэтому мы с этим, конечно, работаем, но есть такая возможность, чтобы показывать на YouTube-каналах, конечно же, да, то там тоже есть какие-то авторские моменты, музыка особенно блокирует сразу. Да. Да, в этом плане, конечно, еще есть проблемы и решения, которые нужно будет делать. А так, конечно, в принципе, мы первые года тоже делали на дисках. Но так как было мало, да, мультфильмов, это можно было сделать физически. А так как сейчас большой объем, все-таки это трудновато, конечно. А так, конечно, мы самим детям отправляем их мультфильмы, конечно. Большое спасибо за интересную беседу. А мы напоминаем, что время у вас еще есть. Вы можете участвовать в этом фестивале анимационных кино, чудеса кино. Кстати, продолжая тему детства, Степа, ты помнишь, когда в первый раз ты заработал свои самые первые деньги? Самые первые деньги, это был где-то, я еще был в детском саду. Отец меня вел из детского сада, куда-то отошел, и тут подошел дяденька с большими пакетами, набитыми продуктами, и сказал: «Мальчик, открой мне, пожалуйста, дверь в магазин». И я открыл дверь, он мне дал 5 рублей, таких старых советских синих 5 рублей. Вот это были мои первые самые деньги. Как ты их вложил? Рассказали ли тебе родители, как можно приумножать свои богатства? Я их вложил в лимонад, насколько помню. А в детском саду номер 52 города Якутска, детский сад «Белочка», с самого раннего детства детям объясняет, что такое финансовая грамотность. Буквально вчера я встретилась с преподавателями, а также с учащимися дошкольного образования, и они рассказали, как все у них это происходит. Пандемия и ее экономические последствия дали россиянам понять, что самое время откладывать на черный день, либо приумножать свои доходы. Ну а 70% россиян дали свое положительное согласие на то, чтобы дети с раннего возраста, начиная с детского сада или школы, уже учились правильно относиться к своим доходам. Приветствую вас, дорогие мои друзья. К сожалению, у меня не получилось прийти к вам в гости на занятия. Меня срочно вызвали на собрание акционеров банка. Но я вам отправила кое-что интересное. Надеюсь, вы справитесь с моим заданием. Желаю удачи. А с каким заданием? У нас, оказывается, есть... Это что? В игровой форме ребята изучают разницу между доходами и расходами, знакомятся с материальной ценностью вещей, учатся грамотно распределять свои, пусть пока еще игрушечные, но доходы. Столичный детский сад номер 52 «Белочка» уже второй год реализовывает проект финансовой грамотности среди дошколят. Наши социальные партнеры, 31-я школа, предложила с ними реализовывать этот проект. Мы, начали очень активно свою работу, подключили детские сады Октябрьского округа и создали проект «Умка финансист». В рамках этого проекта мы, детские сады создали свой план, куда входило, как мы будем просвещать своих дошкольников, как обучать финансовой грамотности. И этот проект мы разделили на 3 блока. Работа с детьми,
работа с родителями и работа с педагогами. Примечательно то, что сами родители активно поддержали идею создания школы финансовой грамотности. У многих из них были схожие пожелания, чтобы дети обучались навыкам рационального использования финансов, а также другим полезным качествам, которые пригодятся им потом во взрослой жизни. В школьном возрасте под финансовой грамотностью понимается воспитание у ребенка, как я уже говорила, бережливости, ответственности и ценностной оценки любых результатов труда. На сегодняшний день такие уроки проходят пока только в 2 группах среди детей в возрасте от 5 до 7 лет. В дальнейшем воспитатели планируют проводить их для всех дошколят детского сада «Белочка». Ну а также очень сильно надеются, что, последовав их примеру, к ним присоединятся и другие учреждения школьного и дошкольного образования, причем не только Якутска, но и всей республики. Полина Долинская, Георгий Григорьев, Якутск. Мы продолжаем нашу традиционную рубрику «Пусть мама придет». И сегодня мы хотели бы вас познакомить с Анечкой. Ей всего 1,5 года, и мы надеемся, что и для нее найдутся мама и папа. Давайте будем знакомиться. Нас зовут Аня, нам 1 годик и 5 месяцев. Мы уже ходим. Сейчас в данное время мы учимся держать ложку и самостоятельно кушать. Очень девочка аккуратная, добрая. Самостоятельно пытается сидеть на горшке, сама пытается одеваться. Любит рассматривать картинки, слушать сказки. Красивая, да. Ой, и пчелка здесь, и божья коровка. О, нажимай сюда. Оп. Теперь сама нажимай. Нажимай. Вот так, молодец. С помощью воспитателя Анечка вовсю ходит, преодолевая любые расстояния и достигая желаемого. Девочка очень любит проводить время в комнате Монтессори, изучая интересные развивающие игрушки и открывая что-то новое для себя. Анечка смышленая и развитая девочка. Она любит заниматься с воспитателем, послушно и с интересом изучая новые игрушки. Молодец. Снимается, держи-ка. Вот, что там? Что там такое? О, вот сюда, вот так. О, молодец. У Ани очень хороший аппетит. Она с удовольствием ест и пьет любимый сок. Аня очень активная девочка, добрая, открытая, с особым интересом рассматривает все вокруг. Как и все дети, она любит познавать новые предметы и явления. Какие проводочки, веревочки цветные. Смотри, Аня. Мы надеемся, что когда-нибудь в это окно Аня увидит тех, кто станет для нее мамой и папой. На этом наш эфир подошел к концу, друзья. Увидимся завтра. Всего доброго. Новый формат Benetton дарит скидку